Жажда открытий. НАСА отправляет в космос телескоп в 100 раз мощнее Хаббла. В Сколково представили итоги операции по вживлению электродов для передачи ощущений от протезов рук. Ну а в Якутии создают бионическую руку на почти взрослых соревнованиях. В эфире выпуск новостей из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Жажда неожиданных открытий. Американское космическое агентство НАСА отправляет в космос телескоп в 100 раз мощнее Хаббла. Все детали прямо сейчас. Путешествие на 14 миллиардов лет в прошлое. Именно это обеспечит ученым телескоп НАСА Джеймс Уэбб. Аппарат, названный в честь одного из директоров Американского космического агентства, наконец отправляется на орбиту. Спустя 12 лет после изначально намеченной даты. Его цель — рассказать, как именно сформировалась Вселенная и найти жизнь на других планетах. Когда-то благодаря Хабблу мы посмотрели на черные области на небе и увидели в них галактики, которые были недоступны нашему глазу раньше. Теперь же Уэбб зайдет еще дальше. Он настолько чувствителен, что мы сможем увидеть галактики более молодые и более удаленные от нас, а еще те, что образовались сразу после Большого взрыва. По расчетам ученых, новый телескоп в 100 раз мощнее Хаббла. При этом находиться он будет не на орбите Земли, а в одной из точек Лагранжа. Это более 1,5 миллиона километров от нашей планеты. Там ему не помешают свет Солнца, Земли и Луны. Изначально Джеймс Уэбб должен был отправиться в космос в 2009 году, но создание аппарата затянулось, а его общая стоимость приблизилась к 10 миллиардам долларов. Впрочем, ученые не сомневаются, что эти затраты себя окупят. Больше всего возбуждает возможность неожиданных открытий, например, когда находишь галактики там, где их не ждал, или обнаруживаешь в атмосфере экзопланеты молекулу, которой не должно там быть. И я не сомневаюсь, что Уэбб именно это нам и принесет, и вскоре мы намного лучше будем понимать нашу Вселенную. Аппарат запустят с космодрома Куру 24 декабря. Месяц уйдет на то, чтобы преодолеть расстояние в 1 миллион миль от Земли. А сразу после этого Джеймс Уэбб начнет путешествие в прошлое и поиски жизни во Вселенной. Есть необходимость совершить поездку на короткую дистанцию, но нет машины или общественного транспорта, тогда решение может стать разработка японских инженеров. Они создали надувной электроскутер. Личное транспортное средство, которое умещается всего лишь в рюкзаке. Ученые Токийского университета разработали надувной электроскутер Пойма, который подойдет на случай, когда необходимо совершать поездки на небольшие расстояния. Насос надует транспорт всего за пару минут. Одной зарядки аккумулятора весом 10 килограммов хватит на 90 минут. При этом скутер может ехать со скоростью 15 километров в час. Людям может показаться, что скутер как воздушный шар, мягкий, но он похож на баскетбольный мяч. Даже если люди будут на нем сидеть, он будет устойчивым и прочным, как камень. Причем каждый сможет адаптировать под себя этот портативный транспорт. Сейчас авторы проекта создают специальную программу, которая позволит покупателям разрабатывать дизайн и конструкцию своего скутера. Причем его форма может быть самой разной. Инженеры, похоже, стремятся угодить даже тем, кто в дороге предпочитает лежать. Как видите, Пойма может приобретать самые разные формы. Я надеюсь, что мы сможем придать ему такой вид, который захочет конкретный человек. Например, форму, которая соответствует его росту. Мы хотим предложить покупателю наиболее подходящие для него мобильные средства передвижения. Правда, пока не ясно, когда люди смогут воспользоваться этим предложением. Точных сроков начала массового производства надувных электроскутеров нет. Разработчики говорят, потребуется некоторое время, чтобы удостовериться в безопасности портативного транспорта. А следующее изобретение – детище шведских инженеров. Как утверждают в компании Jetson Aero, они придумали транспортное средство для передвижения по воздуху. Аппарат, по мысли его создателей, должен заменить традиционные автомобили. Любой человек может за 5 минут обучиться управлению летательным аппаратом Jetson One с вертикальным взлетом и посадкой. Так утверждает основатель и технический директор компании Jetson Aero Томаш Патан.
Машина оснащена 4 горизонтально установленными пропеллерами, как обычный дрон для гражданского использования. Справа находится джойстик для изменения направления и регулирования высоты. Слева ручка тяги. Все очень просто, говорит инженер. Система управления электродистанционная. Это значит, что здесь нет физической связи между джойстиком и двигателями. Сигнал от джойстика передается на полетный компьютер, а тот задает скорость вращения каждого мотора и автоматически стабилизирует машину в воздухе. Второй создатель фирмы и ее президент Петер Тернстрём 20 лет проработал пилотом самолетов и вертолетов. По его словам, главное отличие Jetson One от других средств передвижения по воздуху – полное отсутствие вибрации. Вертолеты и малые самолеты очень сильно вибрируют, двигатели издают громкий шум, вы слышите постоянное жужжание. В нашем случае нет никакой турбулентности, полет прямой и стабильный, как на волшебном ковре-самолете. Это почти экстаз. Возможности аппарата ограничивают батареи, продолжает Тернстрём. Те, что существуют сейчас, позволяют летать не более 20 минут. Материалы, из которых сделан Jetson One, алюминий и углеродное волокно. Максимальная скорость 102 км в час. Стоимость $92 тысячи. Потенциальным пилотам Томаш Патан советует летать на небольшой высоте для остроты ощущений. Переносимся в Россию. В Сколково представили итоги операции по вживлению электродов для передачи ощущений от протезов рук. По словам руководителя исследований Юрия Матвиенко, расположение вживления электродов вычислялось, исходя из диалога с пациентами. Люди указывали, где и какие фантомные боли испытывали, а хирурги вживляли им электроды в соответствии с картой нервных окончаний. Задача заключалась в том, чтобы научиться при помощи электростимуляции купировать фантомные боли у пациентов с ампутацией конечности. Далее, следующий этап заключался в подборе картирования и сенсомоторные исследования. То есть мы пытались произвести осуществление протеза при помощи специальных датчиков. Ощущения у пациента добивались с помощью электрических импульсов. Для правильного эффекта приходилось картировать нервную систему конечности. Ток подавали на различные участки тела, после чего у участника эксперимента спрашивали, что он чувствует, а затем создавали карту ощущений. Я начал ощущать холод, тепло, а раньше только жжение ощущалось. И когда проводили уже испытания по очислению, то есть возникали различные чувствования. То есть я брал ощущение, что держишь в руке мячик. То есть полностью, то есть предмет даже, то есть какой он, круглый, плоский. То есть менялись ощущения. Такое, что держишь или фанеру, или даже стекло в руке, то есть плоское. То есть рука меняла положение, пальцы менялись. Все, то есть это было настолько живое ощущение, что казалось, что рука есть, но фактически-то ее нет. Ну а в Якутии проводят почти взрослые соревнования с учетом возрастных особенностей детей. Речь о 10-м региональном этапе чемпионата WorldSkills Junior. На чемпионате будущего побывала наш корреспондент. Благодаря программе WorldSkills Junior у каждого школьника есть возможность попробовать себя в различных сферах деятельности, обучаясь у профессионалов и, более того, углубленно освоить и даже получить профессию к окончанию 9 или 11 классов. Так, в эти дни в Якутске проходит 10-й региональный этап чемпионата. Ежегодно проходит национальный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы» в юниорской линейке. То есть сейчас проводится региональный этап. На базе многих образовательных школ, образовательных учреждений республики работают различные компетенции. На базе нашего детского технопарка «Кванториум» функционируют 4 площадки по 4 компетенциям. Это у нас промышленный дизайн, инженерия космических систем, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов и промышленный дизайн. Мастерство школьников оценивают независимые эксперты. Впрочем, подготовленные дети задают высокую планку по выбранной сфере соревнований.
Вот на таких рабочих местах дети будут соревноваться по компетенции космические инженерные системы. Они будут разрабатывать что-то вроде спутника, а затем его испытывать. Ну а в целом WorldSkills Juniors – это, во-первых, познание той области деятельности, в которой, возможно, ты дальше будешь работать, а также прямая связь педагог и ученик, где дети получают неограниченное количество знаний по той или иной специальности. Соревнования проходят в различных возрастных группах, тем самым определяя сложность полученного конкурсного задания. Так, в компетенции проектирования нейроинтерфейсов юным профессионалам предстоит разработать бионический макет руки, который будет пригоден на практике. В этом году мы проводим по 3 возрастным категориям. Это 10-12, 12-14, 14-16. Сейчас в данное время идет соревнование между возрастной группе 12-14. Ребята должны собрать из набора руку, бионический макет руки, и управлять ее пальцами при помощи своих мышц, при помощи датчиков ЭМГ. Старшеклассники, что входит в их программу? У них тоже сборка макета руки, но у них программы более сложные, они должны сделать много жестов разных при помощи этих датчиков. 10-й региональный этап продлится в нашей республике до 24 декабря, по результатам которого воспитанники технопарка «Кванториум» возможно отправятся покорять и федеральный этап. Отметим, что в прошлом году якутским конкурсантам удалось одержать несколько побед, которые и стимулируют принимать участие и в этом году. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!